Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский и наша информационная программа. Далее будем, сегодня, так же, как, впрочем, и в любое другое время, вы можете слушать нас на частоте 105,9 FM. Можете утром в 7:35 и в 12:10 днем слушать нас на частоте 549 кГц и смотреть наши трансляции наших программ в сети интернет, на странице Facebook и на канале в YouTube. Но еще звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Тема дня. Двое политических заключенных, двое граждан Украины. Это заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. Стали свободными 25 октября 2017 года. Утром в среду 25 октября их привезли в аэропорт Симферополь, а затем доставили в российскую Анапу, уже оттуда в турецкую Анкару, где они остаются вот на данный момент до сих пор. Умеров до этого момента несколько дней находился в больнице, куда попал после оглашения приговора. А Чийгоз 2 года провел в следственном изоляторе. В Анкаре их встретили дипломаты и сразу, после этого поместили в больницу, где провели медицинский осмотр. Но в Украине, скорее всего, они по предварительной информации окажутся уже сегодня. Вот что нам известно об освобождении заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза? Смогут ли они вернуться в Крым? Есть ли у них такое желание и есть ли у них такая возможность? Что означает их освобождение? Вот во всем этом будем разбираться в нашей сегодняшней программе, но после того, как послушаем информационную справку. 100 слов по теме. Лидеров крымско-татарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, 25 октября передали Турции. Их посадили на самолет рейсом Симферополь-Анапа, а позже спецрейсом они вылетели из Анапы в Анкару. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября 2017 года приговорил заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова к 2 годам колонии поселения. Также ему запретили 2 года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. До решения суда Умерова содержали под домашним арестом с мая прошлого года, а в августе 2016-го ему назначили принудительную психиатрическую экспертизу. Обвинение по делу Ильми Умерова базировалось на его выступлении на телеканале АТР. Российская прокуратура Крыма на основе якобы лингвистической экспертизы обвинила Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России. Одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза приговорили к 8 годам колонии за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга. Чийгоз провел в СИЗО больше 2,5 лет. Его задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Правозащитники называют освобождение Чийгоза и Умерова большой дипломатической победой в переговорах между Украиной, Турцией и Россией. 100 слов по теме. Вы слушаете радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы в этой программе говорим про освобождение 2 заместителей главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. И сейчас один из, теперь уже, надеюсь, бывших политических заключенных из Крыма, Ахтем Чийгоз, у нас на телефонной связи. Ахтем, приветствую вас.
Доброе утро. В первую очередь, конечно, поздравляю с тем, что вы уже на свободе, вы уже можете свободно говорить и свободно со всеми общаться. Ахтем, скажите, пожалуйста, то, что вас освободят 25 октября, для вас стало сюрпризом или вы знали о том, что это готовится, знали уже заранее? Ну, свободно говорить, это не тюрьма мешает, а я думаю, что это состояние человека должно быть, его принципы, убежденность. И я всегда, я не был для себя лишен этого права. И в тюрьме тоже. Что касается нашего освобождения, да, вы правильно заметили, это серьезный прорыв Украины, Турции в этом вопросе. Сюрприз. Ну, скорее, это не сюрприз, а неожиданность, потому что я, в принципе, настраивался на то, что в моем случае надо сидеть все 8 лет, это в лучшем случае. Поэтому это вот та ситуация, когда речь, в принципе, не в Чигозе, не в Умерове, а это серьезный такой посыл всему народу, что безнаказанность, безразличие не будет оставаться безнаказанным, такое, без реакции. Это посыл, что что есть в лице таких своего государства, в лице нашего тюркского государства есть активная поддержка, я бы сказал, стремление защитить. Поэтому, конечно, это серьезный прорыв. Ахтем, скажите, пожалуйста, что у вас дальше в планах? Вы планируете прилетать в Киев? Если да, то когда? Да, для меня и также Умерова было полной неожиданностью, что мы летим в Турцию. И, конечно же, очень стремимся, и сегодня будем у себя в своей стране, в Киеве. Ахтем, скажите, пожалуйста, какие ваши дальнейшие планы? Что вы собираетесь, чем собираетесь заниматься? А что изменилось? Только условия ведения той борьбы, которую я, в принципе, продолжал, находясь в тюрьме. Как вы считаете, сейчас у вас появится больше возможностей? Я убежден, что, конечно же, больше. И, конечно же, я, как уже сказал, что результат той поддержки народа Украины, государства Украины в лице президента, и это поддержку мирового сообщества нужно дальше реализовывать. И сколько остается... Крым это Украина. Ахтем, скажите, пожалуйста, сколько еще остается, если у вас есть такая информация, под следствием, людей, против которых выдвинуты обвинения, пропавших людей на территории Крыма? Кто эти люди, за кого вы будете теперь продолжать свою деятельность, свою борьбу уже теперь на территории Украины, материковой Украины? Список преследуемых и заключаемых под стражу, он все время обновляется. За эти практически 3 года число не уменьшалось, а только увеличивалось. Поэтому я имел возможность встречаться и видеть и так называемых диверсантов, и террористов,
которых, значит, наделила необоснованно и несправедливо Россия такими терминами. Мы друг друга поддерживали, и по моим оценкам, находящихся непосредственно в СИЗО в Симферополе, это уже около 3 десятков. Это находящихся под следствием. Но опять-таки, вот я сутки, вот сейчас как раз сутки, как меня вывезли в СИЗО, и, может быть, это число уже увеличилось. Угу. Ахтем, скажите, пожалуйста, еще достаточно, мне кажется, важный вопрос. Появилась такая информация, да, и в том числе и от адвоката, что вы не писали вот это заявление с просьбой о помиловании. Писали или нет? Я думаю, что это вообще неуместный вопрос. Если бы я хотел каким-либо методом таким гнусным, мелким добиться своего освобождения, я бы и не сидел бы. Понятно. Ни одного дня. У меня с первого дня были такие предложения. Я демонстративно отказывался от этого всего и конечно же, не писал. Тем не менее, знаете, появились в российских и в крымских медиа сообщения о том, что якобы за вас ходатайствовал муфтий Крыма. Вам что-либо известно об этом? Мне это стало известно вчера поздно вечером, тоже из уст журналистов. Ну, я знаю лично этого человека много лет, и как муфтия, и кроме такого, знаете, презрения, зная, что он не самостоятельный в своих действиях, я, к сожалению, не имел возможности ему в лицо все это сказать, но думаю, он меня услышит. Поэтому у меня никаких эмоций, зная заранее. Вот что если бы я его лично хорошо не знал бы, я бы еще подумал бы, что это некое такое покаяние, понимаете? А в данном случае ему дали команду в очередной раз, и он просто ее выполнил. Меня это не вызывает особых эмоций. Понятно. Спасибо. Ахтем Чийгоз на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии на данный момент из Турции. И сегодня, как сказал Ахтем Чийгоз, он уже будет в Киеве. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня мы рассказываем вам ситуацию, которая связана с освобождением Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, заместителей главы Меджлиса крымско-татарского народа, которое произошло 25 октября 2017 года. Напомню, что Ильми Умеров был приговорен подконтрольному Кремлю судом к 2 годам колонии поселения, Ахтем Чийгоз к 8 годам колонии. И Ахтем Чийгоз все это время находился в следственном изоляторе, и 25 октября они были я не знаю, я не найду, формулировку, но, в общем, были освобождены, и сейчас находятся в Турции, и 26 октября уже планируется, что они вернутся в Украину, в Киев, в частности. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Искандером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, приветствую. Доброе утро. Искандер, скажите, пожалуйста, теперь от вас, хотелось бы получить такую информацию. То, что сейчас, уже на свободе Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз, и теперь, знаете, как появляется, это, говорят, у поражений нет... они все сироты, а вот у побед там множество отцов. И даже уже там есть информация, что якобы муфтий там ходатайствовал про их освобождение. А на самом деле, чья заслуга то, что Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз на свободе? В первую очередь я хочу сказать, что действительно у нас у всех радость, потому что наши коллеги, наши соотечественники сегодня оказались на свободе.
И это, кроме того, очередной шаг к победе. Это маленькая победа, но победа. И очередной шаг к деоккупации Крыма. Что касается, кто же над этим поработал, это однозначно большая такая серьезная титаническая работа на уровне политиков, на уровне дипломатов, на уровне правозащитников. И здесь невозможно выделить одну только фигуру, но при всем том я знаю о том, что последние 2 недели велась очень серьезная работа. И если помните, когда был визит президента Турции Эрдогана в Киеве, с закрытыми дверями была встреча с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. И действительно там ставился вопрос по освобождению Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Кроме того, потом была встреча и с членами Меджлиса. И, соответственно, здесь вот такой комплексный, вот такой серьезный вот такой процесс, когда были на самом высоком уровне обсуждался вопрос освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Ну и я скажу так, что слава богу, что все это получилось. Несмотря на то, что это, я же говорю, многочисленные переговоры на самом высоком уровне, здесь заслуга, еще раз повторюсь, и президента Украины, и лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, председателя Меджлиса Рифата Чубарова, и правозащитников, и, опять же, в том числе и европейских политиков, такая как канцлер Германии Меркель. Искандер Бариев, напомню, у нас на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Искандер, такой вопрос, да, на ваш взгляд, вот насколько вообще в том, чтобы были освобождены Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, была заинтересована сама Россия? Ну, российское руководство, наверное. Очень хороший вопрос. Я на самом деле обдумывал, насколько заинтересована Россия в этом вопросе. Но, во-первых, конечно, Российской Федерации, я и говорил ранее, и публично говорил, что Российской Федерации не нужны ни Ильми Умеров, тем более на территории оккупированного Крыма, ни Ахтем Чийгоз, тем более эти 160 заседаний. И, кроме того, дело шито белыми нитками. И, соответственно, на самом деле оно абсолютно, если говорить в процессуальном плане, оно практически рухнуло, но был вынесен приговор, и причем ужасный приговор. Поэтому Российской Федерации, по сути дела, граждане Украины, Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, они там и не нужны. Другой вопрос, что, я думаю, они делают определенную перезагрузку, потому что они заметили и проанализировали, что западный мир очень так серьезно воспринял дело Ахтема Чийгоза 26 февраля, и поэтому они сейчас будут больше концентрировать свои усилия именно по делу мусульман, по делу Хизб-ут-Тахрир и так далее, и продолжать давление на крымско-татарский народ. С другой стороны, я не думаю, что Россия что-то потребовала взамен у Турции, но это своего рода, скажем, такой вот карт-бланш, потому что Россия пытается укрепиться на Ближнем Востоке, и Турция это достаточно серьезный игрок. И для того, чтобы при тех санкциях, которые существуют, чтобы хотя бы сохранить какие-то взаимоотношения с Турецкой Республикой, нужно дать, нельзя отказывать президенту Турецкой Республики в таком вот, скажем, в такой просьбе. И поэтому я не думаю, что на данный момент Россия что-либо потребовала от президента Турецкой Республики, но я думаю, что это своего рода вот такой вот заброс. Но понятно. При этом всем. Искандер, я прошу прощения, да, мы просто еще, у нас есть еще, мы хотели бы поговорить с Николаем Полозовым. Огромное спасибо. Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии, а у нас просто 3 минуты остается в эфире, и на телефонной связи у нас еще Николай Полозов, адвокат Ахтема Чийгоза. Николай, приветствую вас. Здравствуйте. Николай, скажите, пожалуйста, первый самый главный вопрос, да, кто вообще, как происходила сама передача, да, вот, или освобождение, если можно так сказать, вот с правовой точки зрения, что мы наблюдали, если можно так выразиться, конечно, про правовую точку зрения? В этих делах
в деле Ахтема Чайгоза, в деле Ильмы Умерова о половой точки зрения вообще говорить нельзя. Да, все это происходит исключительно по политической воле. Впоследствии, конечно, Кремль какие-то формальности для себя должен соблюсти, но мы до сих пор даже не видели ни одного официального акта, который подтверждал бы, был опубликован и подтверждал бы, что Российская Федерация приняла какие-либо правовые решения, связанные с освобождением Ахтема Чайгоза и Ильмы Умерова. Вообще, с точки зрения правовой процедуры, юридической процедуры, правом прекратить уголовное преследование и освободить от уголовного наказания обладает президент. Это происходит через процедуру помилования. Но обычно процедура помилования – это многоступенчатая такая система, когда сначала региональная комиссия по помилованию рассматривает обращение заключенных, затем передает в администрацию президента и так далее. Здесь, конечно, все это решалось политическим путем. И, безусловно, ни Ахтем Чайгоз, ни Ильмир Умеров никаких прошений не писали. Есть информация, что за них писал муфтий, кто-то еще, но здесь нет никакого, скажем так, разницы, кто написал за них. Мог лично Путин за них писать. Вот. Имеет значение сам факт их освобождения и то, что это освобождение не было обусловлено никакими, скажем так, требованиями или условиями, которые должны выполнить Ильмир Умеров или Ахтем Чайгоз. Вот. Их освободили, посадили на самолет, отправили в Турцию. Понятно, И Николай, то, что они свободны. Да, вот есть ли у них какой-то, я не знаю, на руках, там, у вас, да, есть ли какой-то документ, который говорит о том, что у российского государства к ним более нет претензий? Таких документов нет. Равно как и нет никаких документов, которые говорили бы о том, что им запрещен въезд в Крым. Угу. Этих документов тоже не существует. Поэтому все эти обстоятельства, к сожалению, в условиях тотального бесправия в России приходится проверять только эмпирическим путем. Николай, то есть получается, что формально, то есть мы можем сейчас только предполагать, и вы можете только предполагать, да, что если будет вот этот документ про помилование, да, то тогда они смогут свободно въезжать, например, на территорию Крыма. Нет. Нет? Нет, они и так могут свободно въезжать на территорию Крыма. Есть практика секретных указов. Это что за практика? Дело в том, что, например, это бывает при обмене шпионами, да, когда освобождают одного, освобождают другого, чтобы это нигде не публиковалось, не выходило, выносится засекреченное постановление, засекреченный указ, и на этом основании принимаются дальнейшие практические юридические действия. Вот. В этой связи наверняка какая-то бумага где-то есть, она где-то лежит в администрации президента, но подробно об этом могут сказать только в администрации президента, если захотите. Угу. То есть Ахтему Чайгозу или там, или да, вот вашему подзащитному никто никаких особых требований не выдвигал в момент освобождения? Вообще никаких требований не выдвигалось. Мало того, родственникам Ахтема, его супруги, с момента, как его вывезли из СИЗО, и до момента, как его посадили в самолет, была предоставлена возможность пообщаться. То есть сама процедура происходила очень корректно. Я не могу сказать, что те российские спецслужбы, которые сопровождали все это действие, каким-то образом демонстрировали свое неуважение. Угу. Понятно, Николай Полозов это был. То есть, Николай, если теперь резюмировать, получается так, значит, нет запрета, да, для Ахтема Чайгоза и Ильмира Умерова, официального запрета со стороны России въезжать на аннексированный полуостров Крым. Это с одной стороны. С другой стороны, до сих пор у вас нет никаких документов, согласно которыми вот там российский президент их каким-то образом освобождал. Сколько, как вы думаете, это может занять, вот эта ситуация неопределенности по времени? Это будет понятно, когда они поедут из Украины на территорию оккупированного Крыма. Вот, и на границе все станет моментально ясно.
Понятно. Огромное спасибо. Николай Полозов, адвокат Ахтема Чийгоза. Напомню, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров 26 октября уже из Турции теперь перелетят в Киев, на материковую Украину. А 25 октября они были освобождены на территории аннексированного полуострова. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.